Ну что ж, отдыхаем в Коми. Продолжает путешествовать по нашей необъятной республике. Следующая наша точка – село Иб. И нам пообещали много интересного. Вперед! Вы только посмотрите, какой вид Иб. В простонародье его называют селом на 7 холмах. Здесь же пролегает река с 7 изгибами. Чувствуется необычайная энергия. Вокруг одни возвышенности и спуски. Из-за этого как раз и открываются такие прекрасные пейзажи. Все село открывается как панорамно, хотя у нас таких мест много. Я вам постараюсь их показать. Здесь видны все 4 храма. С середины 19 века данные известны, что в нашем селе было 14 храмов и часовен. На сегодняшний день у нас уже 4 храма и строится 9-я часовня. А это наш сегодняшний проводник Тюрнина Светлана Андреевна. Село она знает как свои 5 пальцев, поэтому ее экскурсии получаются весьма интересными. Насколько было мое удивление, когда я узнал, что Иб берет начало аж с 4 века. И в таком небольшом селе на протяжении столетий рождалась настоящая история. Легенд всевозможных и мистических, и неподтвержденных, и подтвержденных где-то в архивах у нас огромное множество. А что если вообще перенестись на миллионы лет назад? Согласитесь, бывало у каждого такое, когда хочется узнать, что же было здесь раньше. Так вот, на месте Иба, не поверите, раньше было самое настоящее море. Когда-то здесь было огромное Сысольское море, в котором жили плезиозавры, ихтиозавры. Находки эти делают, практически, нельзя сказать, что ежегодно, но очень часто. Ну, а белемниты, которыми питались эти древние пресмыкающие животные, лежат на островах, на берегу реки огромными пластами. Никогда бы не подумал, что практически под моими ногами лежат останки древнейшей цивилизации. Прямо под ногами. Каково это прикоснуться к отголоскам 160 миллионов лет истории? Это кальмары? Да. Останки, сейчас бы сказали, да, кальмаров. Честно признаться, сам бы я не различил белемнит от камня. Но теперь-то я в курсе, как выглядят останки древних моллюсков. И даже как они пахнут. Пахнет, на самом деле, не знаю, либо рекой, либо чем, но как будто морем. Как будто погружаешься на 160 миллионов лет назад. Можно же, в речь подкинуть? Там он живет. Обладают эти белемниты, как рассказала Светлана Андреевна, еще и полезными свойствами, а то и целебными. Если натереть окаменелость в порошок и приложить его к ране, то все заживает буквально на глазах. Представьте, друзья, когда-то здесь было море. Сысольское море. Вот так едешь куда-нибудь в отпуск, да? Ты куда? На море? За 60 километров от города. Называется этот маршрут Каргородский. Он очень популярен и весьма интересен. Ну а мы переносимся от истории к легендам. Вот такие интересные деревья могут встретиться вам на этих 7 холмах. И каждая пропитана какой-то неподвластной энергией. Я считаю, что она связана с той легендой, которая существует, и она описана и Епифанием Превудром в «Житие» о Стефане Пермском, о том, что когда Стефан Храб, ставший великопермским, пришел на нашу землю и стал язычников обращать в христианство, одним из видов спора было о том, что давай будем рубить тот символ, которому поклонялись язычники. Они поклонялись камням и деревьям. Место действительно удивительное. Пока мы снимали передачу, погода здесь успела смениться несколько раз. То солнце, то дождь. После же вообще выпал град. Но местные жители к таким странностям относятся вполне спокойно. Место ведь святое, поэтому переживать не стоит. В Ибе есть аж 3 святых источника. Спасибо вам. Мне не надо, спасибо. Не будете? Да что-то я замерз. Такие святые места притягивают не только людей, но и животных. Хороший кот, хороший кот. Это не блохастый хоть? Нет, наверное, это домашние.
Неподалеку расположился Ибский Серафимовский женский монастырь. История его создания весьма интересная. В 1985 году Серафиме приснился сон, в котором было велено поехать в село Иб и там получить исцеление от давно мучившей ее болезни. Сначала был построен вот этот храм Иверской Божией Матери, чтобы молиться, трудиться и молиться на строительство. Потом матушки отремонтировали, с помощью паломников и трудников, естественно. Сюда приезжает очень много людей, чтобы помочь существовать этому монастырю. Был отремонтирован храм Стефана Пермского, и 15 лет строился храм Серафима Саровского. Вот он, эти все деревянные, а он кирпичный. Чудеса да и только. Каждый храм в Ибе по-своему интересен и хранит вековую историю. Думаю, каждый откроет здесь для себя что-то таинственное и новое. В общем, советую вам, дорогие телезрители, посетить это прекрасное село на 7 холмах. Все самое интересное всегда рядом. По пути домой не смог проехать мимо вот этого интересного дома. Находится он в селе Выльгард Сыктывдинского района. Как оказалось, это дом народных ремесел Зарань. Какой же просторный дом! Гуляя по этажам, я даже заблудился. Как же здесь много различных мастерских и классов. Здесь обучают и вышивке, и вязанию, ткачеству, кружевоплетению, резьбе по дереву. Честно, перечислять не хватит эфирного времени. Заехали мы не в очень подходящее время. Сейчас в доме идут уроки, поэтому на этот раз без мастер-класса, но с экскурсией. Отличается от нашего обычного станка, который у всех бабушек был, да, дома, в домах, тем, что педалей, посмотрите сколько, то есть это многоремизное. То есть педалей много, создание более сложного, усложненного рисунка. Управляться с такими станками смогут только усидчивые и безумно терпеливые люди. И это точно не про меня. К слову, заниматься здесь может любой желающий. Здесь же для вас могут провести и мастер-классы. Кстати, стоимость которого с целой группы всего 500 рублей. Дешево и сердито. Супер! Вот и подходит к концу наш выпуск. Надеюсь, друзья, я в очередной раз доказал вам, что в нашей республике можно весело и, самое главное, интересно отдохнуть. Стоит только оглянуться вокруг. Так что отдыхаем в Коми!